Обратить на арест действующего, я подчеркиваю, действующего депутата Жугурку-Кенеша Турубая Зулпукарова. Почему такая честь? С чем это вызвано? Где зарыта та правовая собака, которая не допускает задержания действующего депутата Жугурку-Кенеша? Вот на этот вопрос, в чем состоит некая правовая, юридическая нестыковка, как она кардинально расходится с недавно принятым основным законом страны, Конституцией, которая обеспечивает конституционные права каждому гражданину Кыргызстана. Вот на эти вопросы вам ответят присутствующие здесь юристы, адвокаты господина Турубая Зулпукарова, который сейчас находится в СИЗО ГКНБ. Позвольте мне вам представить Асылбека Кочкорова, Жирбабека Бабаева. Обратите внимание, что на переднем ряду лежат листки. Это небольшая информация в сжатой форме, которой вы можете воспользоваться при подготовке ваших информационных материалов. Также расскажу вам, что присутствующие здесь спикеры озвучат свою позицию и на русском, и на кыргызском языке, и во второй части нашей пресс-конференции ответят на все интересующие вас вопросы по данной тематике. Итак, почему Турубай Зулпукаров и его арест, все эти события вошли в противоречие с недавно принятым новым основным законом страны. Прошу вас, кто начнет? Уважаемые присутствующие, Бабаев, прошу вас. Уважаемые присутствующие, мы, защитники, адвокаты Зулпукарова Турубая Закировича, посчитали правильным и необходимым созвать пресс-конференцию и дать разъяснение тем незаконным действиям, которые имеют место при расследовании указанного дела. Так, вступив в дело в защиту Зулпукарова Турубая, мы, защитники, установили, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 части 2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, это коррупция. Значит, по версии следствия, суть обвинения заключается в том, что Зулпукаров в 2012 году, будучи депутатом Жогорку Кеңеша, наряду с другими депутатами и высшими должностными лицами страны, руководства страны, при рассмотрении вопросов Пунктора склонили других депутатов путем подкупа и других незаконных действий создать особые условия компании Центрэгоуд. Значит, тем самым депутаты создали для канадской стороны особые условия в ущерб интересам народа Кыргызстана. Это версия следствия. Мы считаем, что указанное обвинение не имеет под собой обоснования по следующим основаниям. Согласно действующей Конституции и закона о статусе депутата, депутат не может нести уголовную ответственность в связи с его депутатской деятельностью. А голосование по вопросу Пунктора непосредственно является депутатской деятельностью. Это вне зависимости, как он проголосовал, как он возможно, и агитировал, но это его право. Согласно статье 78 части 1 Конституции, депутат Жогорку Кеңеша не может подвергаться преследованию за высказывание в связи с депутатской деятельностью, суждение или за результаты голосования в Жогорку Кеңеше. Привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только с согласия большинства общего числа депутатов Жогорку Кеңеша, кроме случаев, когда он был застигнут на момент совершения преступления. Здесь, если даже мы допустим, что если он как-то склонял кого-то, просил кого-то, или же это в рамках закона, это допускается. Закон допускает активно лоббировать какие-то законные интересы избирателя или же какие-то другие законные интересы. Также в данном случае уведомление о подозрении и задержание депутата Зулпукарова было осуществлено без согласия Жогорку Кеңеша, что является грубейшим нарушением Конституции, действующей Конституции. Защита отмечает, что депутат Зулпукаров не был застигнут в момент совершения преступления. То есть вот эти события, которые выдвигает орган следствия, оно имело место в 2012 году. Генеральная прокуратура
Кыргызской Республики. И следственный орган при уведомлении в подозрении руководствовалась статьями 476, 477, 478 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики и закона Кыргызской Республики о статусе депутата Жоғарғы Кеңеша Кыргызской Республики. Указанный закон определяет порядок привлечения к уголовной ответственности депутата Жоғарғы Кеңеша Кыргызской Республики. Но ссылка и руководство вышеуказанными нормами незаконны, так как согласно части 2 статьи 2 закона Кыргызской Республики Конституции от 5 мая 2021 года за номером 59 все законы и другие нормативные акты, действующие на территории Кыргызской Республики, применяются только в части, не противоречащей действующей Конституции от 5 мая 2021 года. В соответствии со статьей 6 части 1 Конституции Кыргызской Республики, действующей, Конституция Кыргызской Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Кыргызской Республики. Таким образом, статьи 476, 477, 478 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, который руководствуется прокуратура и орган следствия, и статья 24, 28 закона Кыргызской Республики о статусе депутата Жоғарғы Кеңеша Кыргызской Республики противоречит и идут в разрез статьи 78, части 1 Конституции Кыргызской Республики. То есть органам следствия было предъявлено уведомление о подозрении, задержан, а в последующем была применена мера пресечения незаконно, то есть на основании того закона, который потерял силу после вступления в законную силу действующей новой Конституции. Поэтому все-таки согласно Конституции мы являемся правовым государством, взяли вектор развития в сторону правового государства, да? А правовое государство подразумевает это верховенство права. Но когда правоохранительные органы, следственные органы сами нарушают закон, и нарушают закон, не просто закон, а конституционную норму, и в отношении депутата, то я не знаю, по этому поводу я считаю, что Генеральная прокуратура должна отреагировать, отозвать или же отменить уведомление о подозрении, отменить акты следователя, судьи о применении меры пресечения, о его задержании, о уведомлении и сделать запрос в Жоғарғы Кеңеш Кыргызской Республики для получения согласия на привлечение к уголовной ответственности и задержания. Также хочу отметить, что защита уже внесла апелляционную жалобу в Первомайский районный суд на предмет отмены, мы считаем, указанного неправосудного решения о применении в отношении Зулпукарова меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Указанное дело будет рассматриваться 18 июня в Бишкекском городском суде. Мы надеемся, что судебная коллегия по уголовным делам Бишкекского городского суда примет во внимание наши законные доводы. Мы не просим что-то незаконно, мы просим законные требования. Мы считаем, что следственный орган, прокуратура, да и суд первой инстанции своими этими неправомерными, а даже антиконституционными действиями существенно нарушила гражданские, конституционные, процессуальные права нашего подзащитного. Спасибо большое. Вы продолжите тему, да? Да. Пожалуйста. Асылбек Качкоров, прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотел в дополнение к словам моего коллеги Джералбека Бабаева дополнить. Коротко говоря, уже мой коллега разъяснил нормы новой Конституции. Дело в том, что органы прокуратуры при привлечении к уголовной ответственности нашего клиента руководствовались теми нормами закона, которые были приняты в соответствии со старой редакцией Конституции, которая позволяла привлекать депутата Жоғарғы Кеңеша Кыргызской Республики без согласия Жоғарғы Кеңеша в случаях, если он подозревался в совершении особо тяжкого преступления. Однако, как уже мой коллега отметил, данные нормы уже впредь с 5 мая 2021 года не могли быть применены, потому что они входят в прямое противоречие с Конституцией.
К сожалению, главный надзорный орган Кыргызской Республики, который призван обеспечивать неукоснительное и единообразное применение норм закона, норм Конституции на территории Кыргызской Республики, к сожалению, само допустило такую большую ошибку. Мы, с сожалением, отмечаем, что с тех пор, как Зулпукаров был незаконно привлечен к уголовной ответственности и помещен под стражу, прошло 10 суток. К сожалению, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики не предприняла мер к тому, чтобы восстановить нарушенные права депутата Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики. Как вам известно, при получении согласия Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики на привлечение к уголовной ответственности, генеральный прокурор должен был внести ходатайство, представление, материалы, добытые следствием в Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики, и просить согласия Жогорку Кеңеша дать согласие на привлечение депутата Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики к уголовной ответственности. Данная процедура предусматривает создание специальной депутатской комиссии в Жогорку Кеңеше, изучение всех собранных материалов, их обоснованность, законность и участие самого человека, который должен быть привлечен к уголовной ответственности, то есть Турабая Зулпукарова. Несомненно, при таком ходе развития событий общественность могла бы, конечно, достоверно убедиться в наличии или в отсутствии реальных доказательств виновности нашего подзащитного. Сам Турабай Зулпукаров категорически отрицает свою причастность к вменяемым, инкриминируемым деяниям, так как в 2012 году он не являлся председателем профильного комитета, не являлся членом какой-либо депутатской комиссии, не вносил каких-либо письменных, устных предложений по данному вопросу. Он был членом комитета по этике и регламенту Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики и крайне удивлен и в недоумении в связи с предъявленными ему обвинениями. Естественно, Зулпукаров готов в рамках существующих процессуальных норм, в строгом соответствии с законодательством, отстаивать свою правоту и невиновность. И при проведении законного и всестороннего объективного следствия он уверен, что следствие не сможет найти каких-либо подтверждающих доказательств того, что он каким-либо образом причастен к данному преступлению. По сути объявления, по сути предъявленного подозрения, его подозревают в том, что он якобы склонил депутатов проголосовать против проекта постановления Жогорку Кеңеша, который был предложен тогдашним депутатом Садыром Жапаровым. Однако хотелось бы подчеркнуть, что данное постановление не закрепляло каких-то правовых режимов сотрудничества с Центерой Gold Company, и обвинять его в коррупции мы считаем, что, по крайней мере, неуместно и необоснованно. В части того, что наш подзащитный содержится в течение 10 дней в СИЗО ГКМБ Кыргызской Республики, и с тех пор ни одного следственного действия с его участием не проведено. Он был единожды допрошен в качестве свидетеля перед тем, как был задержан. Нам каких-либо подтверждающих версию следствия доказательств до сегодняшнего дня не предъявлено, ни одной очной ставки не проведено, ни один человек на сегодняшний день нам неизвестно, что дал какие-либо показания или указания от того, что Зулпукаров каким-то образом склонял других депутатов к голосованию против предложенного проекта постановления Жогорку Кеңеша. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, мы готовы ответить. Да, вопросы, наверное, будут, пока журналисты готовятся, но у меня к вам вопрос номер один. Вот скажите, когда правоохранительные органы, Генеральная прокуратура, которая надзирает над исполнением законов, в отношении действующего депутата законодательного органа страны допускает грубое нарушение, связанное с нарушением норм новой Конституции, которой очень гордится, насколько я знаю, ныне действующий президент, скажите, это вообще беспрецедентное явление? И какую реакцию вы ожидаете от первых лиц государства, скажем так? Это же крайне показательно, когда правоохранительные органы, которые должны следить за тем, чтобы не было никаких нарушений прав кыргызстанцев, они допускают сознательно, преднамеренно. Как вы думаете, почему это произошло? Они просто не читали основной закон? Они что, не знают вот этих положений? В чем дело?
И какую вы реакцию ожидаете не только от общественности, которая привыкла к многим беспрецедентным проявлениям полного бесправия, а какую реакцию вы ждете от президента на сегодняшний день? И почему вы надеетесь, что Генпрокуратура одумается и пересмотрит свое решение? В чем дело? Согласно закону о прокуратуре, прокуратура является надзорным органом, который должен блюсти законность. Да? Да. Здесь нарушается не просто закон, а конституционный закон. В частности, статья 70, да, 78, которая имеет прямое действие на всей территории Кыргызской республики и обладает наивысшей юридической силой. Это не то, что норма, это конституционный принцип даже. Мы надеемся, что Генеральная прокуратура все-таки устранит эту незаконность, отменит все постановления, уведомления о подозрении по своей инициативе, отменит постановление о задержании, постановление об уведомлении о совершении преступления и даже, может быть, внесет свой протест или представление на предмет отмены судебного акта. То есть он обязан это сделать. Генеральная прокуратура должна это сделать, она должна отреагировать. Ну, может быть, допустили они это нарушение, но все-таки нужно, они должны как-то отреагировать. Мы на это надеемся. Если же такой реакции не будет, тогда мы будем вынуждены в рамках судебных процедур, в рамках законных процедур доказывать эту незаконность в суде. В апелляционной жалобе адвокаты указали эти доводы конкретно. Сейчас эти доводы будут озвучены при рассмотрении дела в апелляционной инстанции, и мы постараемся довести все это до судебной коллегии по уголовным делам Бишкекского городского суда. Вот ваш вопрос очень такой кстати, да? Потому что если вот вступила в законную силу новая конституция, да, которая была инициирована со стороны, скажем, властей, и мы должны блюсти законность. А сейчас создается такой очень плохой прецедент в отношении еще депутата Джокуркенеша. То есть, если будут нарушаться также права не только рядовых граждан, а еще и депутатов, тогда уже очень плохой прецедент пойдет. Тогда уже зачем тогда нам такая конституция, которая если не исполняется? Поэтому мы очень надеемся, что все-таки вот эта незаконность действия будет устранена. А если же не будут устранены, тогда мы уже своими методами в рамках законных процедур будем добиваться отмены этих всех актов. Если не будет устранена, значит основной закон страны не имеет высшую юридическую силу. Его нужно просто игнорировать. Пожалуйста. Я хочу добавить, в соответствии с частью 3 статьи 66 Конституции Кыргызской Республики, президент является гарантом Конституции. И что это, камень в огород президента? Это не камень в огород, это я констатирую факты. То есть, если Генеральная прокуратура не отреагирует, то президент сам обязан, как гарант Конституции, отреагировать на это. Поэтому я и говорю, как он должен отреагировать. Он должен отреагировать. Я вас спросила. Он первое, что затребует, фамилии тех, кто это сделал. Поэтому мы очень надеемся, что и президент отреагирует на это беззаконие. Спасибо. Можно вопрос? Завесу пока как пояснение. У меня такой вопрос. Если вы утверждаете, что Генпрокуратура не проверяет законность всех постановлений в отношении Турбазу, Букарова, Асылбека, Джинбекова и всех остальных, потому что у всех все одинаково, тут уже не так понятно. Имеете ли вы право подать в суд на Генеральную прокуратуру и собираетесь ли вы это сделать? Мы этот вопрос с коллегой обсуждали. Мы вправе подать в суд. Но посоветовавшись с клиентом, мы пока временим, да, повременили. Может быть, мы даем возможность самой Генеральной прокуратуре как-то устранить. Да. Но в любом случае эти доводы наши будут озвучены официально в ходе судебного разбирательства в Бишкекском городском суде.
А как вы думаете, почему адвокат Асылбека Жээнбекова, который является также действующим парламентарием, не проявляет никакой активности и не указывает на эту серьезнейшую грубую ошибку? Они сегодня отдавали заявление. Подавали, да? Да, подавали заявление. Дима адвокат. То же самое. Понятно. Еще вопросы? Аида, есть вопросы? Смотрите, вы считаете, вот если, например, Бишкекский городской суд, да, все-таки оставив в силе решение первой инстанции, то оно ведь не обжалуется дальше. Каким образом вы намерены, скажем так, доказывать невиновность вашего клиента? Ну, мы очень надеемся, что все-таки Бишкекский городской суд вынесет правосудное судебное решение, но если откажут в удовлетворении нашей апелляционной жалобы, тогда мы уже пойдем по правовым процедурам. Согласно требованию УПК, мы вправе действия следователя, решения следователя обжаловать в суд. А в случае, если, например, Генеральная прокуратура, как говорится, не отреагирует и они дадут такой ответ, что все законно и обоснованно, то что в таком случае вы посоветуете следователю все-таки подумать? Нет, дело в том, что тогда создается очень плохой прецедент, очень негативный прецедент, тогда будут нарушены не только статья 78 Конституции, но тогда уже будут нарушены все конституционные принципы. Тогда мы будет уместен такая поговорка: с чем боролись, на то и напоролись, да? У нас-то есть надежда, что по новой Конституции мы будем работать по-новому, да? А если будет по-старому, тогда я не знаю, что... У меня еще один есть вопрос. Смотрите, получается, 5 мая принят основной закон, да? Да. Следовательно, старая Конституция утратила свое действие. А законодательство еще не пришло в соответствие с требованием новой Конституции. Может быть, здесь собака зарыта? Нет. Может быть, есть какое-то постановление, которое позволяет пока задерживать парламентария без согласия парламента, не учитывая статью, как вы сказали, 78-ю, есть переходный закон. Закон. Я про это говорю. Согласно части 2 статьи 2 Закона Кыргызской Республики о Конституции Кыргызской Республики от 5 мая 2021 года за номером 59, здесь прямо предписано: законы и иные нормативные правовые акты, действующие на территории Кыргызской Республики, до вступления в силу Конституции в редакции настоящей закона применяется в части, не противоречащей указанной Конституции. То есть все законы, которые не идут в разрез действующей Конституции, они действуют. Но те нормы, которые идут в разрез Конституции, они уже теряют силу, во-первых. И во-вторых, тогда уже другой механизм уже вступает в силу. То есть Конституция имеет прямое действие. И должно действовать, как нормы Конституции, она должны мы руководствоваться. Понятно. Вопрос еще есть? Да, еще такой один вопрос. Адвоката Амурбека Бабанова жаловались на то, что им не предоставили достаточного объема времени для ознакомления с документами дела. Вам предоставили достаточно времени? То есть вы знакомы с материалами уголовного дела, потому что это очень важно. Дело в том, что 31 мая 2021 года Зулпукарова пригласили в ГКМБ, Главное следственное управление ГКМБ Кыргызской Республики для допроса в качестве свидетеля. Он был допрошен в качестве свидетеля по обстоятельствам от указанного голосования. Турба Зулпукаров сообщил, что он никакого отношения к этому не имеет. После чего нам было вручено уведомление, и он был доставлен в суд. Естественно, до судебного заседания нам не было предоставлено каких-либо доказательств того, что имеется доказательства вины Зулпукарова. После получения постановления Первомайского районного суда о применении в отношении Зулпукарова
меры пресечения в виде заключения под стражу, я с ним внимательно ознакомился, где судья написал, указал, что якобы ему были предоставлены материалы, подтверждающие виновность Зулпукарова. Мне стало интересно, какие материалы, потому что с нами никаких очень ставок не проводилось, нам никаких материалов не предоставлялось. Я поднял материалы судебного заседания, те материалы, которые были предоставлены ему для изучения, и выяснилось, что из материалов уголовного дела, кроме протокола допроса самого Зулпукарова, каких-либо других протоколов допросов, протоколов других следственных действий ничего не имеется. Там просто документы, касающиеся возбуждения уголовного дела, создания следственной группы и непосредственно сам протокол допроса Зулпукарова. В данном случае судья Борумбаев умышленно указывает на то, что якобы есть достаточно доказательств в вину. Но этих доказательств суду не было представлено. Согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, судья при принятии решения не может ссылаться на те обстоятельства, которые он не изучил непосредственно во время судебного заседания. Непосредственно во время судебного заседания ему никаких доказательств не было вручено. И нам неизвестно по сей день, какие доказательства у них имеются. Но я полагаю, что если у них какие-то доказательства были, то они были бы нам уже представлены. Так как при наличии существенных противоречий в показаниях свидетелей и участников процесса между ними должна быть проведена очная ставка. То есть если Зулпукаров утверждает, что он никоим образом к этому преступлению не причастен, а следствие утверждает, что он якобы принуждал депутатов, ну тогда должно быть какое-то показание какого-то депутата, который сообщил бы об этом. И между ними должна была быть проведена очная ставка. Но, к сожалению, по истечении 10 суток задержания с ним никаких следственных действий не проводилось по сей день. У меня уточняющий еще один вопрос. Вот по событиям 2012 года, где эта группа товарищей обвиняется в том, что они принуждали, что служит доказательством? Только заявление некого депутата, что Зулпукаров говорил, если не проголосуешь против, я тебя убью. Что еще должно быть весомым доказательством, кроме заявления другого человека? Видеоматериалы, аудиозапись. Что берется во внимание? Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса. 2012 год. Здесь не срабатывают какие-то обстоятельства за давностью времени? Можно, да? Дело в том, что в 2012 году Зулпукаров был рядовым депутатом. Вот абсурдность обвинения заключается в том, что как рядовой депутат мог оказывать давление на других депутатов. То есть у него не было рычагов воздействия. Он мог попросить, он мог как бы уговорить, может быть. Но это не является преступлением. Это его деятельность. Он мог даже пролоббировать. А что является преступлением? Преступлением, если бы путем угроз, путем шантажа, если бы это самое, тогда, возможно, было бы что-то. Но тогда те депутаты, на которых он оказал давление, тогда они должны были написать заявление на него, правильно? Никто-то в то время не реагировал, никто не писал заявление. А сколько заявлений берется во внимание? 2, 3 или более? Ну, это заявление, само по себе не является доказательством. Вот это написали заявление, оно должно быть в совокупности с другими допустимыми доказательствами, должно доказываться, да? Это аудио-видеозапись? Аудио-видеозапись тоже не всегда является доказательством. То есть есть понятие относимости, допустимости доказательства. То есть те обстоятельства, которые, скажем, должны доказываться определенными методами, они должны доказываться этими методами. То есть там путем следственных мероприятий, там очень много, это нужно перечислять. Поэтому не всякое доказательство имеет юридическую силу. Даже, скажем, видеозапись, если оно без санкций суда, скажем, оно не может и не служить доказательством. Оно считается недопустимым. Поэтому я считаю, что здесь вот само обвинение в том, что он склонял, путем угроз, может, подкупал, оно беспочвенно, я считаю. Как он мог кого-то заставить, будучи таким же депутатом, как все другие? Тогда всех нужно привлекать к уголовной ответственности, кто там голосовал, да? Это получается весь депутатский корпус тогда нужно привлекать. Поэтому я считаю, что все-таки здесь необоснованно, без достаточных оснований ему предъявили обвинение. А это связано с неграмотностью нынешних специалистов? С чем это связано? Почему такие грубейшие ошибки допускают и так себя ведут?
Ну, я считаю, что здесь идет безответственность. Есть очень много у нас уголовных дел, когда уголовные дела шьются белыми нитками, имеют какие-то политическую подоплеку, но суд это все пропускает, и прокурор, следователь, который это самое сфабриковал это такое дело, остается безнаказанным. Поэтому вот этот прецедент пошел, и, наверное, вот это дело Зулпкаровское из той же серии получается. Вы Я вас- можете сказать, вот что вообще, вот да, сейчас прозвучала фраза о том, что основой для возбуждения уголовного дела послужило какое-то заявление. Да? Можете назвать имя человека, который написал это заявление, когда он написал и когда, собственно говоря, все это пошло. И вызываться ли до этого, получается, вырубать ударом под вопрос? Спасибо за вопрос. Согласно имеющимся материалам следствия, которые доступны были нам, основанием для начала досудебного производства послужила справка прокурорских работников управления Генеральной прокуратуры в составе 4 человек, которые изучили якобы деятельность Государственной комиссии, которая вот недавно завершила свою работу по изучению деятельности Кумтора. И в данной справке, в рапорте, вернее, на имя заместителя генерального прокурора, они указывают, что якобы Государственная комиссия выявила какие-то нарушения. Но хотел бы особо отметить то, что в справке указано, что якобы имели место нарушения закона при заключении стратегических и иных соглашений с Centera Gold Company по проекту Кумтор с 1992 года, 2009 год указывается, потом 2017 год указывается. То есть там не описаны события 2012 года. Непосредственно в 2012 году с Centera никаких соглашений не заключалось. Джоркинешем судьба Кумтора не решалась, поэтому нам крайне непонятно, откуда появились события 2012 года, потому что непосредственно в самом рапорте Генеральной прокуратуры, которая указывает на то, что якобы имели место нарушения законности и что якобы имелась коррупция, оно в этом рапорте 2012 года вообще не фигурирует, события 2012 года. Его зарегистрировали в РПП, начали досудебное производство, и тут всплывают события 2012 года, и по событиям 2012 года производят аресты. Таким образом, каких-либо заявлений не было, был просто внутренний документ самой Генеральной прокуратуры, которая стала основой для возбуждения уголовного дела и последующего привлечения ряда должностных лиц тех лет. А как можно было? Да, естественно, органы прокуратуры как надзорный орган имеют право проводить прокурорские проверки на предмет соблюдения законности. Если они выявляют признаки преступления, естественно, они должны отреагировать и должны внести в АСРПП сведения о совершенном преступлении и начать досудебное производство. Да, естественно, они могут так делать, но есть понятие предмет расследования, предмет следствия. То есть вы не можете, условно говоря, возбудить уголовное дело по факту, условно говоря, контрабанды и в рамках этого дела заниматься совсем другими делами, там, условно говоря, по факту кражи там, в городе Бишкек. То есть есть предмет следствия, и вы должны в рамках этого предмета следствия вести следственные действия. Как я повторюсь, события 2012 года в рапорте Генеральной прокуратуры не отражены, и те сотрудники, которые составляли этот рапорт, не указывали, что при голосовании в 2012 году депутаты Джоркинеша Кыргызской республики совершили, по их мнению, коррупцию. Есть еще А вопросы? можно нам с этим справкой? Как? С этой справкой можно нам? Справка генерального. Справка генерального. Нет, это же следственные материалы. Как? У меня еще один тогда последний вопрос. Смотрите, статья «Коррупция» предусматривает объединение там каких-то определенных персон, которые вступают в сговор для дальнейшего обогащения. А вот факты обогащения, получения какого-то незаконной прибыли, они как-то вообще были отмечены в этих документах? Вот изначально Больше 500 тысяч. проговаривалось, что в отношении Зулпкарова начато досудебное производство по факту
незаконного обогащения. Вот изначально вот так было. Но именно в рамках дела, в котором вот мы участвуем, нет такого подозрения, и по этому поводу его не допрашивали. Поэтому об этом как бы вопросы не ставятся, что они обогатились. И такой версии мы в рамках этого дела не увидели. Конечно, статья 319, это, мотивом этого преступления является корысть. То есть обязательно какая-то выгода должна быть. Без этого нельзя. Но какую выгоду они имели, что имели, Зулпхаров имел, ну, не знаем. Да, мы не знаем, ничего не предъявляется. Поэтому здесь тоже очень много вопросов. Все-таки я вот хочу отметить, вот согласно требованию закона, процессуального закона, обвинение должно строиться исключительно на допустимых доказательствах. Все предположения, доводы, домыслы, они недопустимы, следователь не должен принимать во внимание. Но по этому делу вот так и получается, вот, что у нас имеется, какая информация, вот, нам предоставили, вот сами добыли, что все строится на предположениях, что якобы кто-то кого-то уговорил, кто-то кому-то дал деньги, кто-то кого-то подкупил. Ну, мы не видим доказательств. Они же должны подкрепляться какими-то допустимыми доказательствами, но этого всего нету. Поэтому суд тоже, я считаю, при рассмотрении дела, при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения, суд обязан был, согласно требованию УПК, рассмотреть вопрос об обоснованности предъявленного подозрения. Но суд проигнорировал эту норму, поэтому мы считаем, что именно судебный акт о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, он неправосуден, и он должен быть отменен. Если вопросов нет, я заканчиваю. Я надеюсь, что гарант Конституции, наверное, получит сегодня шоковую информацию о том, что основной закон для некоторых персон высшей юридической силы на сегодняшний момент не имеет. Всем спасибо. Спасибо.